Здравствуйте, друзья! Ну и у нас из событий последних дней спешу сообщить, что Лабре Дане, которую мы лечим, провели процедуру под наркозом видеотоскопию. Поддержать ее, потому что она очень активная девочка. Ее надо положить на правый бок, на левый бок, да? Так, на левый или на правый? Ну, вот туда вот скажет. На меня. Доктор скажет. Такая прыть. 6 часов мы пробыли в клинике, и не зря. Картина с ушами действительно серьезная. Все внутри прогнило, все пришлось вымывать, удалять за сгнившей ушной перепонкой. Взят анализ на БАК-посев, который готовится 2 недели, а пока лечение и серьезные обработки ушей. Через 2 недели корректировка лечения на основании результатов БАК-посева. Вот что такое отит. Это совсем не просто ушные капельки. Ты какая милая, ты хорошка. Это Лунка. С одним ухом теперь ты живешь у нас. Вот такая ты девчонка. По порванной Луне тоже лечение идет хорошо. И доктор нам разрешил даже поставить ей прививку. Пока Дана была на операции, Луне поставили прививку и чип. Тихонько, только тихонечко. Давайте по дорожке спокойненько. Вот какая Даночка умница. Она хорошо ходит на поводке, что тоже немаловажно для пристройства, и сама запрыгивает в машину. Даночка, ой, Даночка, Луночка, господи, солнышко мое. Ты моя зайка, ты моя зайка, вот какая девочка, вот какая девочка. Девочка. Вакцинированная девочка. Прыгай. Молодец. Вот какая девочка. Супер, молодчинка. Нам подбросили ухоженные кошки. Вон там вторая рыжая кричит. Я вчера задумал, что кто коробки тут возле Геннадьевного забора бросил. Лотки, игрушки. Но видно, что домашние. Выбросили, суки, а. И кошку домашнюю, выброшенную месяц назад на дачах в сугробах, случайно спасенную человеком, тоже надо вывозить срочно в Питер, пока не оказалась снова на улице. Да, друзья, стараемся выживать теперь уже с имеющимися, долечивать тех, кого спасли, и довывести спасенных зимой. Куда есть пассажир, туда и готовим спасенных. А сейчас у нас пассажир на Питер. Значит, срочно готовим спасенных кошек. Сказать, что это легко и просто, нет. Из последних сил надо отправить хотя бы половину, штук 6-7. И это опять расходы за перелет, за справки и за первый месяц проживания в Питере по 5000 за голову. Это на корм, наполнитель, пиар и уход. Недорого. Но за 7 кошек это 35 тысяч плюс дорога. Итого под 50 тысяч снова надо собрать, снова где-то их взять. Друзья, очень вас прошу. Спасаем и вывозим тех, кто сам просился к человеку, мимо которых не прошли в те морозы. Да и не всех получается спасать. У кого-то спасаем котят, а мамка исчезла, или наоборот, осталась мамка, а котята замерзли. Или вот кошка на трубе. Котята пропали, а спасенная мамка заболела ФИПом. И вот ее лечение длилось 90 дней. Ежедневное лечение. А я самолетом отправляла это дефицитное лекарство GS. Но теперь она выздоровела, похорошела, и ей надо лететь в Питер на пристройство. Друзья, если бы вы помогли и разобрали этих ласковых кошечек, то и расходов было бы меньше. А сейчас мне приходится снова просить вашей помощи, без которой я не вывезу, и в Якутске им тоже жить негде. Люди, которые передерживают, уезжают из города до осени. Если не вывести, они снова окажутся на улице. Тогда зря спасали, лечили, готовили. Быстро их не вывезешь.
Пассажиры бывают редко, примерно раз в месяц, и мест ограничено, поэтому упустить возможность нельзя. Там еще остаются около десятка спасенных, и сколько им ждать, и дождутся ли пассажира, не знаю. Помогите, пожалуйста, этим несчастным сохранить жизнь, помогите их вывести.